Настройте камеру, чтобы было видно. Так вот, я буду показывать просто, ладно? Он сказал, во-первых, стопы. Обе они должны смотреть прямо на киблу. Некоторые разводят ноги вот так, в стороны. Он сказал так неправильно. Потому что в хадисе сказано, стопы должны быть в направлении киблы. И должен быть небольшой зазор между стопами. Потом он сказал, когда поднимаешь руки, поднимай их вот так. И показал мне прямо вот так, где твои руки направлены четко в сторону киблы. Эти пальцы вместе, большие пальцы в сторону, и они на уровне мочек ушей. Он велел практиковаться снова и снова. Некоторые из вас скажут, это просто, сделай, вот так будешь делать. А некоторые делают так и прочие вариации. Это требует много практики. Вот так надо. Все пальцы прямо и сложены вместе, а большие пальцы отдельно. И потом, когда складываешь руки, складывай их как маленький браслет от часов вокруг запястья. Большой палец сюда, а мизинец сюда. 3 пальца здесь и сложите руки под пупком. А потом он научил меня, как в каждой части намаза достичь хушуа. Он сказал, когда ты стоишь, думай о словах «Малики яумиддин», о том, что ты вернешься к Аллаху в судный день. И ты стоишь сейчас здесь. Когда ты смотришь вниз на место земного поклона, это твой кабр, твоя могила. Так нужно стоять. Он учил меня молиться медленно, и дойдя до руку, он научил меня ряду приемов. И большинство делают это неправильно. Не делают как следует. И я практиковался с ним в этом довольно долго, пока не исправил. Во-первых, он сказал, когда совершаешь руку, твои ладони должны быть на коленных чашечках. На коленных чашечках. Во-вторых, он сказал, пальцы должны быть расставлены, это нормально. В-третьих, он сказал, зафиксируй ноги. В-четвертых, зафиксируй руки. В-пятых, и это самое сложное, повернуть, чтобы было видно. Ты кладешь ладони на свои коленные чашечки, расставляешь пальцы, фиксируешь руки, ноги. Большинство так не делают, смотрите. Ты должен... Теперь видно? Если вы не подадитесь вперед, если из этого положения вы не подадитесь вперед и не напряжете свои мышцы, если не подадитесь вперед вот так, а это сунна пророка, саллаллаху, спина не будет прямой. И последняя, голова. Не следует ее опускать или поднимать. Нужно держать прямо. И вы знаете, Мауляна, вот в таком руку он стоял 20 минут в намазе тахаджуд. Я стоял с ним, и мои колени дрожали. Я присоединялся к нему в тахаджуде. Так вот это поясной поклон. Руку по сунне нужно делать так. Некоторые думают, чтобы выпрямить спину, нужно подогнуть колени. Нет. Нужно зафиксировать прямые ноги, но нужно податься вперед. Мышцы икр слегка натянутся, но именно тогда достигается полностью прямая спина. Потом он говорил «Сами Аллаху лиман хамида». Руки должны быть по бокам, а когда опускаетесь, Устаз научил меня удивительному способу. Он сказал, когда опускаешься, спина остается прямой. И это требует большой практики. Вот смотрите. Колени опускаются, а спина прямая, а руки где? Он сказал, руки должны медленно подбираться к коленным чашечкам и к конечной части бедер по мере опускания. Видите, спина вообще не согнулась. Он сказал, сначала опустись на колени, потом на ладони, а положение ладоней вот такое. Пальцы вместе, прямо в сторону киблы, 2 больших пальца в стороны, нос между 2 большими пальцами вот здесь, а лоб здесь. Он сказал, нужно расположить большие пальцы здесь, а нос прямо между ними. Таким и должен быть земной поклон, и с расставленными локтями. И пальцы ног тоже должны смотреть в сторону киблы. Нужно много практики, потому что когда вы поднимаетесь из земного поклона по сунне, вы должны подняться таким образом. Вы должны подняться с прямой спиной. С прямой спиной опускаться и с прямой вставать. Все мышцы бедер должны быть напряжены, чтобы так сделать. Многие делают саджда вот так, руку и так далее. Им без разницы, каким будет руку. И сидя в положении тахия, что делал Мауляна? Вот смотрите. Когда Мауляна сидел в тахия, у меня никогда не получалось. И я никогда не встречал того, кто бы так смог. Он ставил не только правую стопу вертикально пальцами к кибле. Он сгибал и пальцы левой ноги по направлению к кибле. Пальцы обеих ног были у него направлены в сторону киблы. Видели такое?
Мауляна делал так, пальцы обеих ног в сторону киблы. И Мауляна в своем намазе не двигался. Это еще одна сунна пророка. Саллаллаху алейхи вассалям. В молитве шейх был очень погружен, проявляя удивительное смирение. Хушур. Давайте расскажу вам. Он сказал, когда стоишь, то ты смотришь на свою могилу. Когда ты находишься в поясном поклоне, он сказал, при этом смотри вниз. И он сказал, думай, когда ангел смерти придет по твою душу, он начнет забирать ее с ног. Он сказал, а в земном поклоне смотри на кончик своего носа. Ведь когда ты ляжешь в могилу, первая часть твоего тела, которая начнет разлагаться, это нос. А когда ты сидишь в тахия, перед Аллахом Аззаваджаль, то думай. На протяжении намаза он сказал, вся суть намаза в том, чтобы показать, что ты никто перед Аллахом. Что ты перед Аллахом никто. Снова и снова он давал мне уроки хушу, смирения. Говорил, о чем мне нужно думать. И Мауляна, рахимхуллах, отвечая на мои вопросы, у него не было вообще никаких ограничений на то, какой вопрос я мог бы задать ему. Знаю, до адана пара минут. Я немного продолжу до адана. Намаз в 40 минут, у нас еще 3 минуты. Расскажу вам еще кое-что о Мауляне, а после этого мы с вами, иншаллах, прервемся на Магриб, а после Магриба продолжим, ведь у меня есть столько всего, что рассказать. Даже не знаю, успею ли я рассказать все, что хотел, до того, как наступит Айша. Но я сделаю все возможное, чтобы успеть. Так вот, я хочу, чтобы вы это послушали. Послушали эту историю. И после этого мы сделаем азан на Магриб. Ваш муаззин не даст азан, пока я не закончу, Мауляна? Вы ему, пожалуйста, скажите, чтобы азан не прозвучал среди лекции. Однажды ночью я был в медресе, и я проснулся среди ночи. В 2 часа. Я думаю, что на тот момент в медресе было около 60 человек. Я проснулся ночью в комнате с 6 другими студентами, мы все спали там. Просыпаюсь в 2 ночи, кругом темно, и лишь немного света исходило от фонарей, которые были снаружи комнаты. Там были уличные фонари. Не то что уличные, а фонари внутри территории, и немного света от них попадало в здание. Желтоватый такой, янтарный свет был. И вот я проснулся в 2 часа ночи и слышу...